Асид Адбар живет на новом районе столицы уже более 40 лет, работает в 5-й школе 22 года, а ее общий педагогический стаж – 30 лет. О проблемах района знает не понаслышке, и именно поэтому решила баллотироваться в депутаты Сухумского городского собрания. Асид Адбар уверена, что вместе с жителями нового района сможет постепенно решать острые проблемы. Дома устарели. Есть дома, которые заселились в 80-м году, в 79-м году. Я считаю, что подвалы на сегодняшний день в основном 90% в ужасном состоянии. Все нечистоты находятся в подвале, потому что трубы устарели, и нужно это постепенно нужно устранять, потому что это нужно делать поэтапно. Я понимаю, что сегодня финансирование, очень сложное положение с финансированием, но тем не менее, если бы это делалось бы поэтапно, сегодня было бы намного легче. Все эти годы практически ремонты жители всегда делают все своими силами, но на сегодняшнюю зарплату очень трудно с людей собирать деньги, непосредственно с этим связано. Мы устали делать это все своими силами, и я надеюсь, что дальше, будучи, я уже буду пробивать и как-то стараться стать со своим народом и выполнять эту работу. Новый район – один из самых густонаселенных в столице. Центральный парк – чуть ли не единственное место, куда ежедневно приходят отдохнуть и дети, и взрослые. Асид Адбар считает, что парк необходимо благоустроить, расширить и сделать его более удобным для горожан. Это тоже один из основных пунктов программы кандидатов в депутаты Сухумского городского собрания. Где мы сами стоим, это называется наш так называемый парк. Это парком назвать, конечно, невозможно, потому что мы и молодые, и старые, все вечером выходим сюда погулять и поправить свое здоровье. Я считаю, что этого недостаточно. Хотя бы можно было бы еще метров 300-400 добавить, чтобы нам было бы где гулять, поправлять свое здоровье, дышать воздухом и в конце концов бегать, как это сегодня делает весь мир. Планов у кандидатов в горсобрание много. Кроме того, Асид Адбар отметила, что на протяжении многих лет в составе Сухумского городского собрания не было учителей. Проработав много лет в школе, она убеждена, что сможет помогать новорайонским школам во всех важных вопросах. Я считаю, что учитель обязательно должен находиться в городском собрании, потому что кто, как не учитель с таким опытом, как я, знает, какие проблемы можно решить здесь в школе, конечно. В школе и вообще учитель грамотный, я считаю, что он очень может быть полезен нашему государству. Несмотря на то, что Асид Адбар живет на новом районе уже много лет и видит все проблемы изнутри, баллотироваться в горсобрание думала долго, но решилась только сейчас. Став депутатом Народного собрания, я смогу вместе со своим народом, со своими избирателями решать многие проблемы. Всего в новом районе 3 избирательных участка. Пройти в горсобрание здесь должны 3 кандидата. Асид Адбар говорит, что в случае избрания в депутаты городского собрания объединит силы и вместе с другими депутатами смогут реализовать задуманное. Депутаты меня будут знать в лицо, что я доступна, что я работаю в школе. Я всегда для них будет всегда открыта моя дверь. Я смогу вместе с ними решать те или иные проблемы. По крайней мере, им будет кому высказать те или иные проблемы. А я уже вместе с ними буду решать, что делать дальше. Уважаемые избиратели, я вас очень прошу поддержать меня, потому что один в поле не воин. И если вы со мной станете рядом, мы многие вопросы можем решить с вами вместе. Чтобы поддержать кандидата в Сухумское городское собрание, Асиду Адбар необходимо проголосовать за нее в воскресенье 11 апреля в 15-м избирательном округе на первом участке, расположенном в здании средней школы номер 5. Гугуцавардания, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.